Здравствуйте! В эфире «Настоящее время», с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе россиянин Талиб предстанет перед американским судом. Прокуратура Украины расследует пропажу миллионов долларов из государственной нефтяной компании, а ее бывшие руководители баллотируются в парламент. Полноценный офис за $100 в месяц в центре американской столицы. Как это возможно? Начнем с Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Сегодня в Украине последний день предвыборной кампании. Новый парламент страна обретет в воскресенье, в субботу день тишины. Этой ночью с улиц украинских городов исчезнут все агитационные билборды, щиты и растяжки. Какой была эта кампания? Кстати, самая короткая в истории независимой Украины. Она длилась всего 6 недель. Подытожил наш корреспондент Левко Стек. Здесь о выборах не говорят. Главная тема – фронт на Донбассе. Во двор этой заброшенной киевской крепости после Майдана переехала самооборона. В штабе собирают гуманитарную помощь для бойцов АТО. Работают волонтеры. Сейчас вяжут маскировочные сетки и маск-халаты. Среди других и Валентина Ткачева. Работает преподавателем английского языка. А после работы приходит помогать армии. Говорит, если хоть час здесь провела, день прожит не зря. С нетерпением ждет выборов, потому что уверена, фронтовики, которым сейчас помогает, после выборов отблагодарят сполна, ускорив реформы в стране. Я вважаю, що туди мають йти нові люди. Я считаю, что туда должны идти новые люди. У многих есть высшее образование, и 2, и 3. Я имею в виду тех, кто сейчас на фронте. Там есть люди, которые уже с опытом депутатской деятельности, и придут новые. И это обновит Верховную Раду и, пожалуй, будет новым толчком для развития нашей страны. Для розвитку нашей страны. А выбирать в Италине будет с кого? Практически каждая из партий, которым социологи пророчат места в парламенте, на этих выборах пригласила в список военных командиров и людей, отличившихся в течение конфликта в Украине. Так, на 6-м месте в списке лидера предвыборной гонки в блоке Петра Порошенко полковник Юлий Мамчур, прославившийся весной этого года, когда отказался сдавать оружие российским зеленым человечкам в Крыму. Народный фронт премьера Яценюка пошел еще дальше, пригласив в собственные ряды сразу нескольких командиров добровольческих батальонов, а в мажоритарных округах выставил узнаваемых бойцов. Один из ярких представителей – Вячеслав Константиновский, миллионер, который оставил бизнес и уехал воевать на Донбасс. Начинал свою предвыборную кампанию кандидат под лозунгом «Продал Роллс-Ройс, пошел на фронт». В свою очередь, лидер радикальной партии Олег Ляшко, которому социологи пророчат 2-е место на выборах, кроме уже привычных военных в списке, активно продвигает и собственную персону как участника антитеррористической операции. В интернете регулярно появляется фото и видео, где политик с оружием в руках на передовой или допрашивает взятых в плен сепаратистов. Партия «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового объединилась с добровольческим батальоном «Донбасс». Комбат Семен Семенченко только перед выборами снял маску, которая скрывала его лицо и превратила в настоящую легенду АТО. Но несмотря на такое разнообразие героев войны в избирательных списках партий, далеко не все украинцы верят в добрые намерения политиков. Как я лично считаю, что партии сейчас просто используют имена боевых командиров просто в своих личных целях. Просто хотят выйти в Раду на имени тех героев, которые воевали в АТО. Тема войны на этих выборах является главным трендом не только в списках, но и в политических программах партий. Рекламные щиты пестрят надписями об обороне и победе. Так, к примеру, «Батькивщина» Юлии Тимошенко выступает за присоединение Украины к НАТО. Партия даже собрала 3 миллиона подписей за проведение референдума по вступлению в Североатлантический альянс. В Народном фронте реформами в армии должен заниматься специально созданный военный совет, куда вошли эксперты, боевые командиры и известные военные. Люди, оскільки пройшли досить такий важкий шлях и Эти люди, поскольку они прошли трудный путь и приняли участие в военном конфликте, они имеют прочную позицию, которая могла бы воплотиться в их политической программе, и они могли бы изменить политическую ситуацию в стране. Змогли якось і змінити політичну ситуацию в Украине. Выборы в Украине состоятся в ближайшее воскресенье. И если у тех, кто голосует, еще есть время подумать над именем своего кандидата, то для политиков кампания уже на финише. В субботу в стране день тишины. Всего участие в выборах примет 30 партий, среди которых даже такая экзотическая, как интернет-партия Украины, с заместителем председателя по имени Дарт Вейдер. Этот политик, к слову, тоже не стал изменять военной тематике и на встречи с избирателями приезжает с имперскими штурмовиками и на боевой машине.
Но пока украинцы определяются с выбором, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в Брюсселе на саммите сообщает о готовности ЕС дать Украине $1 миллиард на закупку российского газа. Эта неделя принесла и любопытные данные социсследований в Украине. Большинство жителей страны, 70%, признают, что между Украиной и Россией идет война. Среди россиян таковых оказалось 26%. Это результаты опроса, проведенного в России Левада-центром, а в Украине Киевским международным институтом социологии. Тем временем более 38% украинцев готовы снова выходить на Майдан, если власть не выполнит взятые на себя обязательства. Это уже результаты исследования, проведенного Украинским институтом Горшенина. Время передавать слово в Вашингтон. Каким видится день из-за океана? Коллеги, продолжайте. США стали предметом резкой критики со стороны президента России Владимира Путина, который на Валдайском форуме, в частности, предупредил о возросшей опасности конфликтов между державами. Между тем, в Вашингтоне говорят, что у России могут быть нормальные отношения с НАТО и западными партнерами, если она примет как данность то, что они строят долгосрочные отношения с Украиной. Такое заявление сделала помощник заместителя министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. Мы строим крепкие отношения с Украиной. Если Россия принимает это, то может использовать для того, чтобы построить крепкие отношения с нами. В сфере обороны мы также строим с Украиной более крепкие двусторонние отношения. Это касается и помощи Украинскому министерству обороны и армии страны в ближайшей перспективе. Мы и НАТО стали слагаемыми этого уравнения, так что сейчас Украина работает со всеми 28 членами Альянса, чтобы получить умелые и профессиональные вооруженные силы. Президент Украины Петр Порошенко обещает сформировать новую парламентскую коалицию, цитирую, проевропейскую, антикоррупционную, без врунов и популистов уже в понедельник-вторник. Слово нашему корреспонденту Александру Панову. Вашингтонские политологи, собравшиеся на конференции «Украина, Россия. Международный порядок», считают, что блок Петра Порошенко на выборах в Раду будет первым. Аннексия Крыма и действия России на востоке Украины неизбежно приведут к укреплению позиций националистов в будущей Верховной Раде. А вот пророссийские политические партии не наберут и 5%, необходимых для попадания в парламент. Сейчас совершенно ясно, что больше всего голосов на выборах должен набрать блок президента Порошенко. Главный вопрос в том, какие еще партии войдут в Верховную Раду и каким может быть состав будущей коалиции. Похоже, что в ней будет больше националистов, представителей военизированных добровольческих отрядов, чем депутатов, представляющих бывшую власть, партию регионов. Многие из них в этот раз пытаются избраться самостоятельно или вошли в списки иных партий. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, лидирует блок Петра Порошенко, опережающий более чем вдвое радикальную партию Олега Ляшко. Далее партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко 8%, гражданская позиция 6%. Впрочем, разные опросы показывают, что за третье и четвертое место способны побороться и другие политические силы. По итогам выборов президент Порошенко хочет собрать коалицию проевропейскую, антикоррупционную, без врунов и популистов. Что касается коррупции, в рейтинге Transparency International Украина занимает 144 место. Даже Россия чуть выше, на 127-м. Вашингтон традиционно надеется на то, что выборы в Верховную Раду станут честными и свободными. Несмотря на драматическое развитие событий на протяжении последнего года, серьезные угрозы национальной безопасности, сохраняющиеся в ряде регионов страны, мы высоко оцениваем подготовку украинских властей к свободным, честным и представительным выборам и ожидаем, что они пройдут в соответствии с общепринятыми международными нормами. Мы надеемся увидеть широкое участие в выборах всех украинцев, включая жителей Крыма, Донецка и Луганска, и решительно осуждаем всякое вмешательство в законный демократический процесс. Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовы работать с новым парламентом Украины в борьбе с коррупцией, в продвижении реформ и поиске мирного решения конфликта на востоке страны. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон. Бывший советский военнослужащий, известный под именем Ирак Хамидулла, станет первым иностранным боевиком, которого будут судить на территории США. Хамидулла подозревается в том, что в 2009 году он возглавлял в Афганистане несколько атак, в ходе которых пострадали американские солдаты. С нами на связи наш корреспондент Алексей Березин.
Алексей, что мы знаем об этом человеке и зачем его вдруг понадобилось судить именно США? Приветствую, Наташа. Ну, об этом человеке мы знаем совсем немного. Это имя, военное имя или его позывной, то, как к нему обращались уже в Афганистане. Мы знаем, что он якобы дезертировал из советской армии во время войны в Афганистане. Сейчас ему немногим больше 50 лет. Чем занимался он все это время, тоже неизвестно, но известно, что действительно в 2009 году его захватили при нападении на одну из застав афганских. После этого он содержался в тюрьме на военной базе Баграм. И сейчас в рамках передачи всех военнопленных этой базы правительству Кабула, я имею в виду граждан Афганистана, тех, кто не является гражданами Афганистана, собираются переводить в другие места, в том числе. И вот этого гражданина назвать российским гражданином его сложно, потому что он дезертировал из советской армии, поэтому, наверное, он еще гражданин Советского Союза. Тем не менее, администрация Барака Обамы собирается показать на практике, что судить таких боевиков можно и на территории США, что в дальнейшем может открыть путь для подобных процессов над теми, кто содержится на Гуантанамо. Спасибо большое. Это был Алексей Березин. Напомним, что Ирена Хамидолу будут судить в Федеральном суде Восточного округа штата Вирджиния. Мы сделаем перерыв, но только для того, чтобы за это время вы узнали больше новостей от Сергея Дорофеева. Сергей? Благодарю. В Армении 3 оппозиционные партии организовали митинг протеста. Главное требование – отставка президента и его правительства. Отмечу, это уже вторая широкомасштабная акция партий «Процветающая Армения», «Наследие» и Армянский национальный конгресс. Репортаж нашего ереванского корреспондента Рузанны Степанян. Армянский национальный конгресс заверяет, что сегодняшний митинг тройки не вызовет разочарований. Секретарь фракции Арам Манукян, хотя и не знает содержание вступления лидеров процветающей Армении и наследия, однако уверен, что они удовлетворят ожидания людей, участвующих в митинге. Народ требует большего, чем думать, что можно медленно, спокойно осуществить этот процесс. Народ действительно уже нуждается не в словах, а в действиях. Ему необходима смена власти и урегулирование ситуации. Мы сегодня будем решать эту задачу. Не думайте, что я знаю, каким будет финал, или финальное заявление, или выступление Тер-Петросяна, либо Царукяна. Я просто не знаю. Есть договоренность, что лидеры в конце, оценив численность, энергию, информацию, всю ситуацию, посовещавшись, огласят шаги, программу, планы. Программа лидеров будет согласована с желанием народа. Разочарования не возникает. А вот что думает лидер фракции АНК Левон Зурабян. Теперь уже надо народу продемонстрировать, как мы собираемся менять власть, как мы собираемся проводить радикальные изменения в Армении. В то время как Армянский национальный конгресс заверяет, что сегодняшний митинг не принесет разочарования, другой ключевой член тройки, партия «Процветающая Армения», сегодня неожиданно вообще не приняла участие в парламентских брифингах. Одна из претензий, которую часть оппозиции предъявляет правительству, это подписание Армении договора о вступлении страны в Евразийский экономический союз. Мы связались с президентом независимого фонда «Центр политтехнологий» Игорем Буниным. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. По-вашему, насколько Кремль сегодня заинтересован в том, чтобы у власти в Армении остался Серж Саргсян, пусть и в кресле премьера? Я думаю, что Кремль всегда ориентируется на тех руководителей бывших советских республик, которые являются инкумбентами. То есть постоянные связи устанавливаются, и мы всегда поддерживаем того президента, который сейчас находится у власти. Поэтому мы заинтересованы в сохранении власти у Песяна. Недавно Армения подписала соглашение о присоединении к Евразийскому экономическому союзу с января. Одна из причин этого не столько открывающиеся перед Арменией новые рынки, сколько зависимость Еревана от российского газа. Вот что реально, кроме дешевых энергоносителей, получит Армения? Ведь мы помним различные заявления, звучавшие, например, из Казахстана, о том, что Евразес для них не такой выгодный, как Москва обещала ранее.
безопасность, военную безопасность, поддержку в случае конфликта с Азербайджаном. Это важнее всего остального для Армении. То есть если в Армении, просто моделируем ситуацию, потому что оппозиция выходит на улицы, а могут быть какие-то столкновения сторонников власти и противника власти, то позицию власти Кремль может в этом случае поддержать. Да, я думаю, что как только возникнет психология осажденной крепости, на улицу перестанут выходить. Если Армения почувствует, что она не является осажденной крепостью, то возможны конфликты. Как только психология осажденной крепости победит, сразу вся позиция исчезнет. Президент независимого фонда Центра политических технологий Игорь Бунин был на связи из Москвы. Игорь Михайлович, спасибо. Пожалуйста. Далее в программе «Настоящее время» эфир Вашингтона. Коллеги. Помните Костю Сапрыкина из фильма «Место встречи изменить нельзя»? Кофелек, кофелек, какой кофелек? Может, в недалеком будущем кошелек уже и не понадобится. На этой неделе компания Apple запустила свою собственную платежную систему Apple Pay. Мобильный кошелек, который позволяет владельцу расплачиваться с помощью мобильного телефона вместо кредитной карты, ну или наличных. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, вообще 4 дня – это уже достаточно времени, чтобы составить такое первое впечатление по поводу этой системы. Много вопросов сразу. Работает ли она, есть ли спрос, насколько это безопасно? Добрый день, Наташа. Система работает, она действительно была запущена, и, судя по отзывам тех людей, которые сумели ею воспользоваться, работает достаточно хорошо, она достаточно удобна, хотя были какие-то шероховатости, но это все технические вопросы, которые могут быть решены. Что касается популярности и спроса на эту новую услугу, это вопрос более сложный. На сегодняшний день, как официально сообщила компания Apple, ей удалось заключить соглашение с 3 ведущими компаниями, которые выпускают кредитные карты. Это American Express, Visa, MasterCard, а также с 500 банками, которые также выпускают свои кредитные карты. Все эти карты могут участвовать в программе Apple Pay. Также компания Apple сообщает нам о том, что этой системой можно воспользоваться в 220 тысячах торговых точек в США. Все это звучит впечатляюще, но нужно помнить, что 220 тысяч торговых точек – это лишь 5% всех торговых точек в Соединенных Штатах. И целый ряд крупных компаний, такие как крупнейшая в мире торговая сеть Walmart, торговые сети 7-Up, универмаги Sears, не участвуют в этой программе. Дело в том, что они разрабатывают свою собственную альтернативную, похожую систему электронных платежей. И она должна быть запущена в начале следующего года. Они не хотят принимать платежи от Apple Pay в надежде запустить свою собственную систему. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, возможно, тот день, когда мы сможем оставить кошелек дома навсегда, настанет. Но когда это произойдет, не могу вам сказать. Да, Миш, раз уж мы разговариваем с Нью-Йорком, вопрос немножко в другой сфере. У вас там диагностировали первый случай Эболы, 4-й случай уже в США. Это самый густонаселенный город в Америке. Есть ли вообще какой-то повод для паники? Повода для паники нет. Действительно, вчера вечером подтвердился диагноз у доктора Крэга Спенсера. Это американский врач, который работал с программой «Врачи без границ», помогал бороться с лихорадкой Эбола в Африке. Несколько дней назад вернулся оттуда. Но Нью-Йорк был готов к такому развитию событий, и руководство города заверяет нас, что оснований для паники абсолютно нет. Спасибо, Михаил. Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Михаил Гудкин. Передаем слово Праге. Генеральная прокуратура Украины продолжает вести расследование о хищениях в «Нафтогазе». Бывшее руководство компании тем временем баллотируется в Верховную Раду, а там, как известно, и депутатская неприкосновенность. Наша коллега Наталья Седлецкая побывала у домов экс-менеджеров «Нафтогаза» и попыталась разобраться, каковы их шансы на получение заветных депутатских мандатов. Неподалеку от Киева стоит крошечная деревня Хотяновка. Именно там находится наиболее выдающаяся недвижимость Украины. Мы взяли лодку, чтобы получше рассмотреть особняки с воды, и нам открылся вид на настоящий дворец. Дом зарегистрирован на мать Сергея Кацубы, бывшего заместителя председателя правления «Нефтегаз Украина». Семья Кацубы не объясняет, откуда взялись подобные богатства.
С весны этого года в отношении «Нефтегаза» ведется расследование. Следствие считает, что из компании были похищены сотни миллионов долларов, но подозреваемых в деле пока нет. Ему плохо, он умрет нахрен сейчас. В марте же милиции был задержан бывший глава «Нефтегаза» Евгений Бакулин. На этих кадрах он неподвижно лежит на полу. Сергей Кацуба утверждает, что его начальник потерял сознание во время допроса. Позже Бакулина увезли в инвалидном кресле. Однако обвинений ему не предъявляли, а потом и вовсе отпустили. Бакулин настаивает, что ничего плохого он не сделал. Но и у его семьи есть виллы по соседству с Кацубой. Два особняка зарегистрированы на детей Бакулина, но откуда взялись на них деньги, неизвестно. Расследования коррупции в «Нефтегазе» велись и в других странах. Во времена правления Януковича Украине удалось заставить одну из стран отказаться от проверок. Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема говорит, что его команда собирает улики по всему миру. Это основная проблема сейчас. Мы сделали запросы в Литву и в другие страны, связанные с этим расследованием. Сотрудники говорят мне, что у нас хорошие шансы на успешное завершение дела в суде. Пока следствие собирает доказательства, Бакулин баллотируется в парламент от той же партии, что и бывший министр энергетики Украины. Место в Раде даст Бакулину депутатскую неприкосновенность. Сергей Кацуба тоже идет на выборы. Но и сейчас он народный депутат. На самом последнем заседании парламента текущего созыва мы попытались спросить Кацубу, откуда у его семьи средства на подобный дворец. В цій декларації будинок, ось цей вказаний ваш, який ви зараз будуєте за Вишгородом? Вказаний. У мене все декларація вказана. А як ви заробили на цей будинок? Скажіть, будь ласка. Як заробили на будинок? Эти особняки – памятники эпохи правления Януковича. Однако для многих в Украине Кацуба и Бакулин сами по себе символы того, как те, кто заработал во времена Януковича состояние, продолжают безнаказанно им распоряжаться. Сегодня день гибели известного киргизского журналиста, редактора газеты «Политика» Алишера Саипова. И в этой связи мы решили напомнить всем о наших коллегах из разных СМИ, из разных стран вещания программы «Настоящее время», напомнить о журналистах, которых мы потеряли в октябре и в минувшие годы. Мы все хорошо помним. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Передаем слово в Вашингтон. Коллеги, продолжайте. Спасибо, Сергей. В некоторых американских кафе встречаются небольшие плакаты с предупреждением: с ноутбуками садиться только за общий стол. Дело в том, что разнообразные фрилансеры без офиса любят просиживать в кафе целый день, заказав при этом всего одну чашку кофе. Впрочем, в последние годы становится все более популярным другой вариант менее формального офиса – так называемое пространство коворкинг. Репортаж Алексея Березина. Кому-то надоели офисные коллеги, а кто-то с радостью отрывается от домашних компьютеров и еще платит деньги, чтобы работать среди других людей, которые, на первый взгляд, не имеют друг к другу никакого отношения. Такая схема работы называется коворкингом. В Вашингтоне настоящий бум коворкинга. В одном из самых старейших коворкинг-офисов Вашингтона побывала наша съемочная группа. В 2001 году в Вашингтоне это место было первым коворкинг-офисом. В 2014 у нас уже более 25 подобных мест. Наша идея в том, что коворкинг-офисы станут центрами развития местного бизнес-сообщества. Здесь все как в обычном офисе средней руки. Рабочие места, места для отдыха и даже своя дружеская атмосфера. Разница лишь в том, что здесь работают сразу несколько десятков компаний и индивидуальных предпринимателей. Когда делишь офис с другими, экономишь большие средства, которые в противном случае платил бы из своего кармана. У нас работают самые разные компании, и мы этим гордимся. У нас технологические компании, дизайнеры, адвокаты, психиатры, люди, которые работают с детьми-аутистами, public relations и некоммерческие организации.
Аренда такого офисного пространства на порядок ниже рыночной цены аренды обычного, даже небольшого офиса. Цены начинаются от $100 за использование общего пространства и доходят до $800 за отдельный стол. Все участники в соответствии с оплатой имеют определенное количество часов в конференц-комнатах. Все могут пользоваться интернетом, архтехникой и другими благами обычного офиса без серьезных затрат. Снимать отдельный офис гораздо дороже. Для моей фирмы это не имеет смысла. У меня небольшой бизнес, и мне не нужен целый офис. Здесь мне очень удобно. Все, что мне нужно, это рабочее место, доступ в интернет и принтер. Работая здесь, ты выбираешься из своего дома, где очень много отвлекающих моментов. Телевизор, например, или холодильник, да все что угодно. Здесь видишь, как другие работают над своими проектами, и это мотивирует меня. Кроме низкой стоимости аренды, есть и другие преимущества. Когда 40-50 человек работают в одном здании, очень много возможностей встретить разных людей и завести полезные связи для бизнеса. Эксперты в скором времени ожидают новый бум коворкинга, на этот раз не для офисных работников, а для производителей. В этом году в одном из районов Вашингтона открылся павильон в 1500 квадратных метров, где на втором этаже расположены как хай-тек, так и лоу-тек мастерские, а на первом – магазины для реализации продукции. Первые 100 мест разошлись всего за неделю. Андрей Дегтярев, Алексей Березин, Вашингтон. Создателям нового фильма «Судья» удалось сделать кино, которое с каждым кадром все больше захватывает зрителя и не снижает обороты до финальных титров. Может, это в том числе заслуга исполнителей главных ролей Роберта Дауни-младшего и Роберта Дюваля. Хэнк Палмер – успешный юрист. Приезжает на похороны своей матери в город своего детства. Там он узнает о том, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Обеспокоенный этим, он решает задержаться в городе и начинает самостоятельное расследование. Время, проведенное семьей и прошлым, помогает ему решить и закрыть многие вопросы, которые беспокоили его долгие годы. Дуэт двух актеров Роберта Дауни-младшего и Роберта Дюваля, как пишут критики, сработал блистательно. Первый держит каждую сцену, понимая, что в этом фильме все зависит от его мастерства, а не от усилий специалистов по спецэффектам. А 83-летний Роберт Дюваль наглядно продемонстрировал, что для настоящего актера возраст не помеха, и он еще способен дать фору молодежи. Кто-то однажды заметил, что хорошо бы что-то придумать между командами «мотор» и «стоп», то есть быть творческим, но без лишнего напряжения. Именно это и произошло, поверьте. Да, случилось, это самая вещь. Я увидел, как Бобби легко и непринужденно достигает нужного результата. На самом деле он даже начинает злиться, если на него давить. Кстати, оглядываясь назад, я теперь действительно вижу, как рождаются сюрпризы, когда ты не пытаешься их штамповать. Несмотря на то, что по сюжету события развиваются на Среднем Западе, картину снимали в Северном Массачусетсе. Город прекрасно передавал ощущение Среднего Запада страны. К нам относились там очень хорошо, но мы и вели себя соответственно. Не как голливудские зазнайки, которые ведут себя по-хозяйски и при этом не удосуживаются здороваться. Мы были благодарны местным ребятам за то, что они позволили нам поработать в их городке. Иногда, да, такое бывает, к сожалению, что голливудские звезды несколько заносчиво ведут себя в гостях, а между тем личное общение очень полезно для работы над образами. Надо быть демократичным. Это были настоящие новости в настоящем времени. Программу подготовили для вас «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Следите за событиями дня, читайте аналитику на нашем сайте Current Time TV. Сергей, до встречи в понедельник. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. До встречи. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.